Birliği'nin 150. yılında Çerkesler konulu uluslararası konferansımıza hepimiz hoş geldiniz. Sizlerin değerli katılımlarınızla konferansı başlatıyoruz. İlk açılış konuşmasını yapmak üzere proje sahibi KAFDAV Başkanı Sayın Muhittin Ünal'ı davet ediyorum. Дорогие гости, приехавшие, чтобы участвовать в нашу конференцию из Кавказских республик, из Болгарии, из различных городов Турции, ученые, слушатели, дорогие гости, добро пожаловать. Огромное вам спасибо за то, что приехали. Вчера вечером скончался наш друг, значительная часть наших друзей поехали в Узун-Яйна, чтобы повезти туда тело. Нашему брату Нечтету желаю, чтобы Бог простил его, выражая соболезнования близким. Мы запланировали провести эту встречу 21 мая, в неделю 21 мая. Но ученый совет принял такое решение, но сначала надо было разрешать финансовую проблему, а также надо было найти удобное время для всех докладчиков. Поэтому мы опоздали, и конференции будут реализоваться в двух этапах. И сегодня проводим первый этап. А второй этап состоится 17 октября в этом же зале, потому что три важных ученых должны были присутствовать в программе. Они не смогли адаптироваться к нашей программе, поэтому определили 17 октября для проведения этого мероприятия. Госпожа Кейти в Оксфордском университете проводит работу, является директором центра. В немецком востоковедении работает Александр. И поэтому 17 октября мы проведем эту встречу. Когда делали приглашение, мы избрали именно лица, которые изучали архивы. Много лиц положительно отозвались, чтобы принимать участие в этой конференции. Мы хотели иметь из России гостей, которые изучали русские архивы, из Турции были лица, которые изучали османские архивы. Господин Осман Эрхан есть, он написал очень важное мероприятие о выселении черкесов. И важно, чтобы присутствовали такие ученые. Настало время, чтобы разоблачить правду, выявить истину. И было много желающих выступать. Но некоторые ученые не смогли участвовать. Мы знаем, что некоторые не смогли получить разрешение. Например, Игоря Гудзенко нет, он отправил свой доклад. Из Абхазии мы ожидали Тимура, у него возникли проблемы загранпаспорта. Он тоже отправил свой доклад из Дагестана. Ахмед Муртазалиев был в Тбилиси позавчера, вчера вечером отправился в Стамбул. Мы его ждем, надеемся, что он присоединится из Кабардино-Балкарии, из Академии наук Москвы, из Питера. Мы ожидали ценных гостей, которые не смогли присоединиться. Когда мы говорим о выселении, наверное, этот термин вызывает определенные опасения. Ученый совет нашей ассоциации КАФДАВ
мы создавали условия для предоставления материалов исследователям. Ежегодно мы намерены провести такую международную конференцию, потому что это нужно, потому что ученые заслуживают узнать правду, найти настоящую истину. В Турции до настоящего времени мне почти 70 лет с поле пожилые братья. 40-50 лет мы не имели возможности найти материалов. А сейчас есть более 300-350 книг. И какая часть из них является научными. И хочется, чтобы научные сотрудники тщательно проверяли эти материалы, чтобы мы сблизились к истине. И в связи с этим и предприниматели сделают свой вклад для проведения встреч. Мы ожидаем денег от предпринимателей. Но я просто стал свидетелем следующего. Если производите что-нибудь, если создаете что-нибудь, тогда предприниматели обязательно вносят вклад. Достаточно, чтобы сделать правильное дело. И нашим спонсорам, конечно, я выражаю благодарность. И еще в исследовательском центре был большой недостаток в нашей библиотеке касательно абазов, абазинов, северных осетинов. Есть у нас достаточно материалов. Но касательно Ингушетии, Чечни, Дагестане у нас нет достаточно материалов. О кавказской истории я предоставляю обширный материал, но я должен предоставлять аналогичным образом материалы и для Ингушетии, для Северной Осетии, для Дагестана. Я неоднократно пригласил представителей соответствующих организаций и даже составили списки нужных материалов. Мы обращаемся к организациям с просьбой предоставлять конкретные книги. Знаем, когда и где мы публикуем. Из Дагестана, из Чечни нет достаточно охоты. Из Ингушетии есть охота. Из Муртазалиев из Дагестана присоединиться. С их же вкладом мы желаем обогащать наш научно-исследовательский центр, потому что наш центр уже является известным центром с точки зрения материала. В плане помещения проблемы есть, но это не является самой сложной проблемой. Душе хочется много говорить, я не хочу отнимать много времени. Без того, по черкесскому времени приступили к работе. На этом я хочу удовлетвориться. Из других стран приехали дорогие гости. И научные сотрудники здесь присутствуют. Всем дорогим гостям выражаю благодарность за то, что они внесли вклад в дело реализации этой конференции. Надеюсь, что проведем полезное мероприятие. И все доклады этой конференции будут опубликованы в оригинальном и на турецком, и на иностранном языке в оригинальном виде с переводом, они будут переданы всем членам нашей ассоциации. Желающие могут получать материалы прошлогоднего симпозиума. Надеюсь, что эта встреча принесет пользу всем вам. Спасибо за внимание. Господину Мухиттину Уналу выражаем благодарность и приглашаем Айля Севим Эролу, который является председателем научного совета Кавтер. Глубоко уважаемые гости,
Прежде всего, выражаем благодарность господину Мухиддину Үналу, нашему председателю, потому что он является автором многих работ, он заслуживает слова благодарности. Прежде всего, по сути дела, наш председатель научного совета хотел выступать перед вами. Я от имени председателя выступаю, поэтому я сделаю краткое выступление. Дорогие гости, преодолели огромное расстояние, чтобы разделять свои знания с нами. Уважаемые гости, уважаемые слушатели, уважаемые участники, от имени ученого совета КАФТАВ сердечно приветствую всех вас. Как всем известно, 2014 год, 21 мая, мы отмечаем 150-ю годовщину. В 2014 году отмечаем 150-ю годовщину. В истории это является одной из самых трагических страниц. Прошли 150 лет с того же времени, с этой же трагедии. И, к сожалению, много моментов, много фактов не раскрыты надлежащим образом. Турецкие историки, кавказские истории, российские историки создали много исторических произведений. А когда мы изучаем эти материалы, мы видим много противоречий. И среди противоречий возникает много вопросов. И самое важное, до выселения не было ли возможности, чтобы люди оставались в своей исторической родине? Если были возможности компромисса, почему не достигнуть этот компромисс? В периоде русско-кавказских войн в Северном Кавказе все народы почему столкнулись с этими проблемами? Высланное, мигрирующее население, количество каково было, ради своей свободы люди лишились жизни, сколько человек пали в этой борьбе, и сколько человек выслано. Для уточнения цифр не были проведены тщательные или широкомасштабные работы. Сколько людей в морских путях лишились жизни. Эти люди насильно высланы из своей роды. Как надо назвать эти события, то есть эту высылку? И все еще много вопросов остаются неясными. Уже долгие годы мы занимались этими вопросами. Можно увеличить число этих вопросов? 2 года тому назад мы провели 3 конференции, были 42 доклада. Когда изучите материал этой конференции, получаем представление о событиях, с которыми столкнулись наши люди. И надо смело отнестись к этому. Это, конечно, сложно. И здесь следует изучать тщательно некоторые факты. И наш фонд проявил желание провести эту встречу, именно чтобы раскрыть реальности именно на основе материалов, архивов различных стран. И четким образом желаем создавать условия для выявления реалий высылки, выселения. И поэтому наши докладчики сделают презентации, доклады на
основе проведенной научной работы. Таким образом, мы надеемся получить ответы на некоторые наши вопросы. Дорогие гости, преодолели огромное расстояние, и после этой встречи желаем здорово возвращаться в свою родину, и желаем, чтобы у вас были возможности принимать участие во многих аналогичных мероприятиях. И дорогим гостям, надеюсь, что это будет полезно, и таким образом будут демонстрированы исторические факты. Спасибо большое, спасибо. Еще раз приветствую всех вас. Госпоже Айля Севимирол, выражаем благодарность и приглашаем господина Атиля Мутбаалкыш для выступления. Он же является партнером мероприятия. Уважаемые Тамати, уважаемые братья, от имени Федерации, Кавказской Федерации сердечно приветствую вас. Председатель нашего фонда говорил, мы разделяем горе потери нашего глубоко уважаемого брата, и много наших друзей принимают участие в церемонии похорона. Значит, Курдему чтим память Нечтета Курдема и раньше погибших наших братьев. Я читаю доклад Яшара Асланка. Уважаемые братья, уважаемые гости, вместе с Кавтами Федерация Кавказ здесь Кафет проводит настоящее мероприятие на тему Черкеса в 150-ю годовщину усиления черкесов из родин. Добро пожаловать на международную конференцию. В конференцию принимают участие научные сотрудники из кавказских стран, из Болгарии и Турции. Здесь будет возможность прослушать ценные материалы. С самых древних времен черкесы имели уникальный язык, уникальную культуру. И в результате 101-летнего противостояния с русскими были вынуждены покинуть свою родину и отправиться в Османскую землю. В этот же год, 150-я годовщина этого выселения, черкесы живут в различных странах мира, но они не забыли трагедию своих предков. Несмотря на все негативные моменты, они сохраняли свой язык при помощи своих фондов. Проводится интенсивная работа по изучению и распространению своих языков. И в Турции в 2003 году создана Федерация Кавказских обществ, то есть Кафет. Кафет каждый год 21 мая проводит мероприятие и чтит события 150-летней давности. Мы продолжаем работу в этом направлении. В этих программах говорим о проблемах народа, который подвергся геноциду. И даем информацию о 150-летней борьбе наших сонародников. И провели конференцию вчера, сегодня и будущие конференции. Также в мечети Коци-Тепе-4 состоялось чтение Мевляна. И в Стамбуле была фотовыставка. 24 мая в Стамбуле в районе Карта было мероприятие перед памятником выселения. Также общество при Кафеде сделали пресс-конференции, устроили марши, провели различные мероприятия, они продолжатся.
Начиная с 1989 года мы приступили к более активной работе, и мы создаем условия, чтобы люди более информированы о выселении. Ныне руководители Турции говорят о насильном выселении черкесов, говорят о геноциде черкесов. В связи с этим мы поддерживаем все возможные научные исследования. И настоящая встреча откроет для нас новый кругозор. И выражаем благодарность всем, кто внес вклад в дело реализации этой встречи. Спасибо за внимание. Выражаем благодарность господину Атиле Мутло Алкыш за выступление от имени ассоциации КАФЕД. А сейчас приглашаем господина Бülent Акушоğlu, который является депутатом от Народно-республиканской партии, депутат от Анкары. Уважаемые братья, уважаемые участники, уважаемые профессора, я сердечно приветствую всех вас. КАФЕДу выражаю благодарность за проведение этого ценного мероприятия. Важно знать прошлое. Важно сознательным образом изучать события прошлого, потому что события сегодняшнего дня получают значение знанием о прошлом. На Ближнем Востоке мы видим серьезное проблема. Есть между Южной Осетией и Грузией были противостояния. На Балкане могут возникать проблемы. В прошлом, если не знаем, что мы сделали, мы можем столкнуться с аналогичными проблемами. Поэтому проведение таких встреч очень важно. Важно с точки зрения изучения истории. И мы, черкесы в Анатолии, в Турции, какую функцию мы имеем, знать это очень важно. Поздравляю организаторов этого мероприятия от имени генерального председателя Кемаль Кылычдароğlu передаю теплое приветствие. Как политические деятели не хочу долго говорить. Спасибо за то, что предоставили мне возможность поприветствовать. Желаю больших успехов. Спасибо.